Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов-112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы покажем водителя Мазды, севшего за руль с признаками наркотического опьянения. Еще раз повторяю, буду у вас. Вот видите, в каком состоянии у нас водитель? В действиях мужчины усмотрели нарушение сразу 2 статей Уголовного кодекса. Расскажем, как на улице Чистопольской столкнулись «Лада» и «Киа». Не видел его, что ли? Нет, как машину, как сказать, как не видел. И задержание несовершеннолетнего курьера мошенников в Автограде. Молодой человек рассказал, что решил подзаработать. В одном из мессенджеров наткнулся на сообщение о легком заработке. Это и не только. Прямо сейчас. Водителя Мазды, который находился в невменяемом состоянии, задержали автоинспекторы на улице Гладилова в Казани. Первыми, что с мужчиной что-то не то, заподозрили врачи скорой помощи, которые увидели застрявшую в придорожном сугробе иномарку. Водитель которой вел себя неадекватно. Им пришлось уехать, но медики сообщили об этом своим коллегам, которые в свою очередь приехали на место с автоинспекторами. За несколько минут до этого водитель Мазды еще мог самостоятельно двигаться. Застрявшую в придорожном сугробе иномарку, водитель которой, пытаясь выехать, вел себя не совсем адекватно, увидели врачи, проезжавшие мимо скорой помощи. Подойдя к мужчине, медики быстро поняли, что ему неплохо, а наоборот, скорее хорошо. У него были признаки наркотического опьянения. Поэтому уехали на свой вызов, сообщив о мужчине своим коллегам. Когда приехала 2-я бригада вместе с автоинспекторами, он попытался спрятаться за ближайшим забором, но уловка не удалась. К этому моменту мужчина потерял связь с происходящим. Очнулся ненадолго в тот момент, когда его сажали в патрульный автомобиль, но затем моментально отключился. Сядь давай! Автоинспекторы быстро выяснили, у мужчины нет водительских прав. Их его лишили за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, срок действия удостоверения истек, а сам автомобиль не стоит на учете в автоинспекции. Признаки опьянения самого водителя были видны невооруженным взглядом. Еще раз повторяю, буду у вас. Вот видите, в каком состоянии у нас водитель? В присутствии понятых мужчину отстранили от управления транспортными средствами. Такая процедура. В протоколе отстранения будете расписываться? Ему также предложили пройти экспресс-тест на наличие алкоголя в крови и пройти медицинское освидетельствование в больнице на употребление запрещенных веществ. Ответ был тот же. Еще раз задаю вопрос. Проходить будете освидетельствование на приборе алкотестер? Ленар Рафаэлевич, будете проходить освидетельствование на приборе алкотестер? Видите? Автоинспекторы оформили отказ от прохождения этих процедур и составили протокол за управление незарегистрированным автомобилем, а самого водителя доставили в отдел полиции. В его действиях усматривались признаки нарушения сразу 2 статей Уголовного кодекса. 264 за повторное вождение в нетрезвом виде. Она предусматривает штраф в 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 2 лет. И 228 незаконное хранение наркотиков. В автомобиле полицейские обнаружили кристаллообразное вещество во флаконе из-под назального спрея. Рамиль Галиуллин, Дарья Кореева. Вызов-112. Ну а на улице Бигичева автоинспекторы остановили арендованный автомобиль. От 28-летнего водителя Volkswagen, уроженца Таджикистана, исходил запах алкоголя. Сотрудники ГИБДД предложили ему пройти освидетельствование на наличие в крови запрещенных веществ, но мужчина отказался. Требую проехать в медучреждение для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Согласны? Нет. Погромче. Отказываюсь. Слышали? Иномарку отправили на спецстоянку, а мужчину ждет штраф в 30 тысяч рублей, лишение водительского удостоверения. Всего за минувшие сутки в республике задержаны 43 водителя с признаками опьянения, 21 отказался проходить освидетельствование. Водитель Kia Rio едва не впечатал водителя Лады Калина в его собственный автомобиль. Мужчина едва успел отскочить в сторону. Он вынужденно остановился на улице Чистопольская, прямо на мосту через проспект Амирхана. Машина сломалась, и молодой человек решил выставить знак аварийной остановки. В этот момент в Ладу врезалась Kia. Водитель иномарки не видел ни стоящий автомобиль, ни мужчину, пытавшегося предупредить об опасности. Не видел его, что ли? Нет, как машину, как сказать, как не видел.
Машину впереди, говорит водитель Kia Rio, он видел, но вот то, что она стоит на месте, стало для него сюрпризом. Остановился водитель «Лады» на улице Чистопольской прямо на съезде с моста через проспект Амирхана вынужденно. Он понимал, что будет с его машиной, когда увидел едущую по той же полосе Kia, но сделать ничего не смог, и оставалось только смотреть на неизбежное. У меня машина сломалась, я вышел, аварийку включил, чтобы знак достать, пошел, знак доставать. И он летит на меня, я ему кричу, и вот так показываю: отойди, уходи, уходи. А он меня не видит, я отошел быстренько от машины, и все, туда. Водитель Kia рассказывает, видимость сильно ограничивает изгиб моста, поэтому «Ладу» увидел в последний момент, а когда понял, что она стоит на месте, остановиться уже не успел. Так получилось, что на дороге гололед, и у машины грязно стало спереди. Я начал почистить стекло. Она же не быстро чистится. И на подъеме машина стояла не в аварийном в этой положении, никаких знаков. Так получилось, в темное время суток не заметил. А он уже начал выбежать, и по тормозам. Так вот случилось столкновение. Автомобили столкнулись в очень опасном месте. Еще несколько машин точно так же, и 2 в них не врезались. Пока мы стояли, в нас еще другие машины чуть не въехали. Опасный участок в плане того, что там, в принципе, останавливаться опасно. Я поэтому просто всем подряд, когда уже мы остановились, всем показывал, чтобы объезжали. В более безопасное место автомобиль убрали прибывшие на место автоинспекторы, и после этого приступили к оформлению ДТП. Вероятно, виновным будет признан водитель иномарки. В таком случае владельцу «Лады» ущерб возместит страховая компания. А вот водителю Kia, вероятно, придется за ремонт платить самому, если нет других договоренностей с владельцем машины. Автомобиль он взял в аренду, и полной страховки на машину нет. Нафиса Минязова, Дарья Кореева, вызов 112. Двойная авария произошла вечером на площади Тысячелетия в Казани. Там столкнулись 3 автомобиля. Причем сначала дорогу не поделили Kia Rio и Hyundai Solaris, а затем уже в стоящие автомобили врезался Volkswagen. Он и получил наибольшие повреждения. Очень опасно. Вот пешки стояли и влетел. Kia Rio и Hyundai Solaris стояли на площади Тысячелетия из-за аварии. Не поделив дорогу, автомобили притерлись друг к другу. Повреждения были незначительные, но до проведения ряда процедур убрать машины с дороги водители не могли. В этот момент в них и врезался Volkswagen Polo. Если так по факту говорить, вот эти 2 машины столкнулись, я влетел в 3-ю и получил повреждения больше всех. У них по царапине, а у меня морды нет. Кто виноват в столкновении Kia и Hyundai, водителю Volkswagen не важно. Он понимает, что во второй аварии, когда он врезался в Kia, виновным, вероятно, будет признан он сам. Но считает, что и водители столкнувшихся до него машин не сделали всего того, что должны были, чем и спровоцировали второе столкновение. Просто не было знаков. Вот банально. Они встали, вот у них по царапинке. Они встали здесь на полосе. Я перестроился с разворота вот так. Машину пропустил сзади, смотрю, все, нет, вперед еду, вот они уже тут стоят. Вот и все, и получилось ДТП. Наименьшие повреждения получил Hyundai, те, что остались от касания с Kia. Она смогла уехать с места ДТП своим ходом после того, как водитель поменял помятое колесо. В него пришелся удар от Volkswagen. Самому же Volkswagen потребовалась помощь эвакуатора. Автомобиль был не на ходу. Вероника Гайнудинова, Дарья Кореева, вызов 112. Несовершеннолетнего курьера, который работал на мошенников, задержали полицейские Автограда. В полицию поступили заявления от пожилых граждан, которые сообщили, что стали жертвами аферистов. Им звонили неизвестные, сообщившие о том, что родственники якобы стали виновниками страшных ДТП. Чтобы помочь родным избежать уголовной ответственности, с пенсионеров требовали деньги. Напуганные граждане отдавали всю имеющуюся наличность курьеру. Общий ущерб, причиненный 4 пожилым женщинам, составил 720 тысяч рублей. Оперативники быстро установили личность молодого человека, который приходил за деньгами. Ему всего 17 лет. Задержанный рассказал, что нашел подработку в интернете. Молодой человек рассказал, что решил подзаработать. В одном из мессенджеров наткнулся на сообщение о легком заработке. Связавшись с автором объявления, ему рассказали, в чем заключается работа, на что фигурант согласился. В качестве заработной платы ему обещали 5% от каждой полученной суммы. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
Это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 9869 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии был Матвей Опросин. До встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.